Вот хочется спросить о наболевшем, об интернете, точнее о мемах. Некоторые ролики, которые выкладывают в интернете, еще можно списать на какое-то чувство юмора своеобразное. Вот, допустим, ролик с озвучкой из операции и другие многочисленные. Но остальные переходят просто все границы и в буквальном смысле где-то даже компрометируют наших граждан в глазах пользователей интернета из других регионов, стран. Вот, которые могут, в принципе, натыкаются на это творчество и все это просматривают. Вот, да, давайте, правильно мне подсказывают, сначала посмотрим один из таких роликов, потом обсудим эту проблему, в принципе, большую. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы. Цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин. Это меня с Алиханом дразнят. Ну, Алихан, пачку для вас. Я не то, что Алихан, мячик пачку для вас, но я думаю, что это, ну, наоборот, мне такие шутки нравятся, это нормально. Да. Так, да. В этом ничего плохого нет. Обратная сторона и другие. Ну, да, хоть обратная сторона. Вот я вам скажу, что вот вчера я встречался с вашим руководителем НТК. Я этот вопрос не знаю, есть он там или нет, там говорит, что есть где-то этот вопрос, но я опережаю события. Уволили здесь некую Асю Добрыеву и второй товарищ, что у вас был? Ислам Цездоев. Да, Ислам, да. Они что-то там выложили, я посмотрел это. Ну, я не думаю, что это надо было увольнять. Конечно, Исламу я сказал, что не надо слишком вольно себя вести с должностью главы республики, независимо, кто бы там не был главой. Надо уважать, почему? Потому что если вы будете так вольно вести с должностью главы республики, не совсем хорошо даже перед другими регионами. Надо уважать должность. Хотя ничего там вот такого сверхъестественного я не видел. Но их почему-то уволили. Ну, понятно, что все это связали с тем, что я это сказал делать. Ну, там кто-то сейчас поверит, кто-то не поверит. А многие сейчас скажут, в том числе, что это специально сейчас я сделал для того, чтобы вот типа оправдаться. И из-за того давления я его остановил. Нет, конечно. Ну, кто это говорит, тоже их не дело. Там рты никому не закроем. Ну, вот я к чему это говорю? Мне понравилось вот такое какое-то общение молодых людей между собой. Да, и они вот таким образом притягивают зрителей своего возраста. Я в моем возрасте, может, это не понимаю. Там 60 лет тем более это не поймет. Но в этом возрасте это нормально. И вот тот, кто вот такие вещи выпускает, он в этом видит какие-то такие вещи, там, шутки, там, какие-то вещи. Ну, если человек что-то... Это еще не самое плохое. Это не самое плохое. Я как сказал, что надо еще ему жить, чтобы расти до Алихана Тумгоева, даже приравняться к нему, к чему-то там. Да? Но, опять же, повторюсь, мне не нравится, когда люди выкладывают самые элементарные ролики, где, вот помните, да, ролик там, старик избивает, там, или палка бьет, там, не то, что избивает, палка ударил там, бабушку, там, жену свою. И вот тот, который это выкладывает, вот я бы его не хотел называть ингушом. Не тоже говорю, вообще человеком. Потому что он, в первую очередь, должен был понимать, что представить себе, что это его дедушка, его бабушка. И как бы ему понравилось, если бы их выложили вот так же. Все бывает в жизни, все гладко не бывает. И дома бывают какие-то моменты, и еще что-то бывает. Но ты знаешь, что у тебя сегодня, раньше не было таких возможностей, у тебя есть сегодня возможность, там, даже не так что-то сделал, там, где-то почесался. Это не значит, что ты должен взять и выкладывать в интернет. Мне кажется, это тот слой общества, который имеет место быть в любом народе, в любой национальности. Но я, ребята, о чем попросил бы? Когда это коллективно происходит, коллективно, еще хихикают за кадром, там, еще что-то снимаете, это все выкладывают. Ну, как-то там имейте, если у вас есть мозги, хватает мозгов, чтобы это все выложить, имейте в конце концов мозги, прежде чем выложить, посмотреть, а как это будет смотреться. Перед осетинами, перед чеченцами, перед дагестанцами, перед там, японцами, китайцами. Там. Просто посмотрите, как это будет смотреться. Почему? Потому что ты же выкладываешь
Нравится он тебе, не нравится, ты же выкладываешь ингуша, ты же выкладываешь Ингушетию. Просто будь мужчиной, будь человеком, будь патриотом. Тебя же не просят там с одной гранатой против 3 танков идти, чтобы быть патриотом своей родины. Тебя просто просят не делать этого. Вот посмотрите, обратите на это. Это вопрос к молодежи. Ну и вот такие действия, ну, смешно. Я прошу мне скинуть на телефон, я хочу еще раз посмотреть, не более того. Но я на это не обижаюсь. Но опять же прошу тех, кто это делает, все-таки посмотрите, соизмеряйте действия. Да, его сейчас можно найти, это несложно найти. Вот его приведешь там, обычно это там люди, которые в жизни добились только одного. Родились не по своей воле, школу закончили тоже не по своей воле, все за счет родителей все сделано. И телефон в том числе не сами заработали, на котором они это делают. Но при этом считают, что они имеют на вот такие вещи право. И они могут там любого, в том числе таких людей, как Алихан Тумгоев, вот так пытаться выставлять. Не понимая историю человека, ну или там другой человек, неважно. И каждый считает, вот он такой. Ну, я думаю, что это тоже пройдет. Да, ну а я дополню, что Настя Добриева и Ислам Сыздоев теперь вновь наши коллеги. Они Работают они? Да, они восстановлены. Да. Скажите им, что я жду очередного такого действия. Только я уже там буду давать команду не 1000. Я, во-первых, не давал команду 1000 рублей давать им премию. Я сказал, пошлите. Ну, во-вторых, в таких случаях, даже если 100 рублей дали, что должен человек сказать? Спасибо. Да, саадолт, десача беркат халт. И радоваться этому, и все. Ну, я думаю, что они не со зла это сделали.